Добрый день, дорогие друзья! Начинаем концерт народного коллектива МГТУ имени Баумана, неаполитанского ансамбля имени Мисаиловых. Художественный руководитель и дирижер Михаил Подгайский. Прозвучала оркестровая фантазия Евгения Мисаилова на мелодии из итальянского кинофильма «Песни на улицах». Добрый вечер. Включен? Включен. У нас сегодня необычный концерт, он посвящен очень хорошему человеку, бывшему руководителю этого коллектива, который принял дирижерскую палочку от своего отца. История ансамбля, кто не знает, так вкратце могу рассказать. В 1957 году Николай Дмитриевич Мисаилов организовал неаполитанский ансамбль в МВТУ имени Баумана, тогда еще назывался МВТУ. До этого, с 1946 года, был неаполитанский ансамбль, может кто-то помнит, может кто-то рассказывал кому-то. На всесоюзном радио был такой профессиональный коллектив. Но в 1953 году, по-моему, в 1953-1956, в связи с борьбой с космополитизмом, ансамбль этот закрылся. И вот в 1957 году Николая Дмитриевича пригласили в Дом культуры, еще тогда в Дом культуры МГТУ имени Баумана, возглавить неаполитанский ансамбль уже на студенческой самодеятельной основе. Вот до 1976 года, с 1957 Николай Дмитриевич возглавлял этот коллектив. Потом в связи с уходом из жизни эту дирижерскую палочку принял его сын Евгений Николаевич Мисаилов, у которого я начинал с 1977 года концертмейстером, играл вот здесь на первом мандолине. Вот. И после, к сожалению, ухода Евгения Николаевича в 2007 году я уже принял эту дирижерскую палочку, эту эстафету. Вот такая вкратце история коллектива. И сегодня у нас 22 ноября Евгению Николаевичу исполнилось бы 90 лет. Ну, мы его никогда не считаем ушедшим. Он всегда, кто его помнит, он всегда для нас живой. Вот. И на сегодняшний концерт я постарался собрать, так сказать, старую гвардию вокалистов, которые и либо начинали, либо, так сказать, продолжили петь у Евгения, у неаполитанском ансамбле. Так что сегодня будет солидное вокальное подспорье неаполитанского ансамбля. Сейчас на сцену выйдет девушка, которую с Евгением Николаевичем познакомили как раз в 2007 году, в последнем году жизни Евгения Николаевича. Девушку эту познакомила концертмейстер ЦДКЖ Елена Вадимовна Бажена. Надеюсь, она сегодня в зале. Вот. Она очень много знакомила и меня в том числе. Впоследствии познакомилась со многими вокалистами, которые прошли школу Центрального дома железнодорожников. Вот, спасибо ей за это большое, но, к сожалению, Лиза не успела войти в репертуар, и я уже назвал имя, да, ее. Потому что Евгений Николаевич, вот он сказал, осенью, но, к сожалению, вот 9 ноября его не стало. У нас вот ноябрь такой очень и печальный, в том числе и воспоминательный месяц. Все, спасибо за историю. Лео Делип, «Кукла», исполняет солистка неаполитанского ансамбля, дипломант международных конкурсов и фестивалей Елизавета Канаузова. Среди игрушек я стою одна, белоголова глаза не нежна. Смотрю я на прохожих свысока, нет куколки милее меня, и я всегда так весела. Охотно говорю,
мне очень жалко их. Но что же сделать очень хорошо, но увлекаться вовсе не должна. Улыбку всем дарю свою, я посмеюсь, весело всегда. Мне хотелось тоже полюбить, но сердце равнодушно. Я всегда должна спокойной быть, меня считают все бескучной. Да я хочу тоже полюбить, но сердце равнодушно. Из игрушек мне избрать. На полке появился как-то раз солдатик, не смыкавшись с меня глаз. И он, как видно, был влюблен в меня. И, кажется, в холодности моей пришел конец, и я готова полюбить была тогда. И думала, пришла судьба моя. Но лишь ко мне он устремился, тотчас полки повалился. Музыка Сулхана Ценадзе, слова Бараташвили. Песенка «Стрекозы» из кинофильма «Стрекоза». Чудный май, желанный май, ты отрадуйся, туда, голубеющий простор, ароматом напоен. Отовсюду плесен гординый звуком перезвон, соловьи поют в садах и пропающих цветах. Среди роз отрада мне, сердце радость без границ. Засыпаю при луне, просыпаюсь без птиц. Пусть ласточек звенят, птички в воздухе парят, всюду радость ждет меня, там, где песня, там и я. Елизавета Канаузова. Спасибо большое. Я хотела тоже присоединиться к поздравлениям к юбилею Евгения Николаевича, так как вот Михаил Костуч сказал, что мы были с ним знакомы. Я благодарна, что традиции продолжаются. И музыка звучит та, которая звучала при Евгении Николаевиче и при Николае Дмитриевиче. И вот сейчас вы сейчас слушаете вот то, что, как говорится, старое, доброе, проверенное и очень красивое. Спасибо. Еще раз поздравляю семью Евгения Николаевича и оркестр с тем, что он продолжает свою жизнь. Удачи вам. Спасибо.
Музыка Родольфо Фальво, слова Энцо Фуско. Русский текст Михаила Улицкого. Скажите, девушки, подружки ваши, а про солиста сейчас расскажет нам Михаил Да, Костюшкин. сейчас выйдет на сцену выпускник тоже МВТУ имени Баумана, который пришел в оркестр и сказал Евгению Николаевичу: я хочу петь. Но Евгений Николаевич почувствовал в нем какой-то, наверное, талант, иначе бы он до сих пор с нами не пел. Вот, поэтому парень такой крупный, у него и голос такой очень серьезный. Вот, на сцену приглашается выпускник МВТУ имени Баумана, солист Дмитрий неаполитанский Александров. Дмитрий Александров. Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтая, что всех красавиц она милей краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Очей прекрасных огонь я обожаю. Скажите, что иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикован, и без нее в душе моей тревоги не унять. Когда б я только смелости набрался, я б ей сказал: напрасно ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь. Расстанься с глупой маскою и сердце мне отдай. Очей прекрасных огонь я обожаю, и для себя иного я счастья не желаю. К тебе я страстью, как цепью прикован, хочу тебе весь мир отдать, одной тобой дышать. Дмитрий Александров. Агустин Лара. Гранада. Соло на трубе Станислав Тарелкин.
terra sognada por mí. Mi cantar se vuelve gitana cuando es para ti. Mi cantar es con fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te debo a dar. Granada, tierra ensangrentada en torres de toros, porque conserva el embrujo de los ojos moros. Señor y peldi, gitana, cubierto de flores, y beso tu boca de grana, cosa manzana que me bloquea amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de suave fragancia que dieran en Malco la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Дмитрий Александров. У Евгения Николаевича была уникальная особенность. Он притягивал к себе людей своей интеллигентностью, своей какой-то добротой, улыбчивостью. Одно время он руководил оркестром в детском коллективе ансамбль песни и пляски имени Локтева. Очень известный детский коллектив, он до сих пор существует. Я там пела в хоре. И мы всегда с нетерпением ждали, когда на концертах к оркестру выйдет Евгений Николаевич и будет там подмигивать хору, улыбаться, он же к нам лицом стоит. А потом случайно узнала, что, оказывается, он руководит неаполитанским ансамблем. Сходила на концерт. И, видимо, все-таки инженерам, как Дмитрию Александрову, повезло больше. Он пришел, сказал: «Хочу петь». Его взяли. А я пришла, сказала: «Хочу петь». А он сказал: «Садись, поиграй на мандолине». При том, что я, в общем-то, на мандолине никогда не играла. Я занималась с Евгением Николаевичем, ездила к нему домой. Это всегда был праздник. Эти занятия, это был праздник. Он всегда это делал с душой, с чаепитием. Я счастлива, что я прикоснулась к этому. Но с мандолиной, вот мы с Михаилом Костусичем сидели здесь на первых рядах, он не даст соврать, с мандолиной у меня не вышло. И потом я счастливо родила дочку, которой недавно исполнилось 22 года, и пару лет в коллективе не появлялась. И тут мне звонит Евгений Николаевич, говорит: «Юля, давай ты проведешь концерт».
И вот уже 20, наверное, точно лет я веду концерты этого замечательного коллектива, за что я очень благодарна Евгению Николаевичу. Он дал мне огромную школу. Нашу ведущую зовут Юлия Пинус. Марсель Колен, хабанера из испанской танцевальной сюиты «Балерина» исполняет оркестр.
Добрый день. Меня зовут Александр, я старший сын Евгения Николаевича Мисаилова. Это Ольга, супруга моего младшего брата Дмитрия. Мы Мисаиловы. И от имени всех остальных Мисаиловых мы хотим поблагодарить всех участников ансамбля за прекрасное выступление, прекрасные репетиции. Я вчера был на репетиции, смотрел, как они репетируют. Это очень важно. Я сам музыкант, могу вам сказать, что репетиция – это очень ответственное дело. Как вы репетируете, так вы будете играть. Тут ничего не сделаешь. И я благодарю, конечно, творческого человека в этом коллективе. Такого творческого, что, извините, ему не позавидуешь. Я знаю, что такое быть дирижером. Я дирижер хоровик знаю. Человек, который строит все, от сих до сих. Это руководитель и, можно сказать, пилот корабля. Это корабль. И вот этот корабль плывет много-много лет. Я очень благодарен от имени всех Мисаиловых, всем участникам ансамбля. Забыл сказать в предыдущем произведении. Соло на кларнете исполнял студент МГТУ имени Бауна Арсений Дмитриев. Соло на скрипке концертмейстер ансамбля Наталья Чеканникова. Сейчас выйдет на сцену молодой человек, но я его все время, так сказать, воспринимаю молодым человеком, с которым мы познакомились, когда я только устроился в ансамбле Александрова, с которым, кстати, Евгений Николаевич поработал 34 года. И потом совмещал после смерти отца работу в неаполитанском ансамбле, в ДК. Вот. Для этих целей он меня тогда и как у нас сейчас принято говорить на новом сленге, подтянул, нашел, чтобы я иногда заменял его там, хоть как-то проводить какие-то репетиции. Это, да, было в далеком, я вам говорил, уже году. Вот. А с этим молодым человеком мы познакомились в 1986 году. Он пришел служить, тогда еще солдатики служили в армии, но не все, а те, кто либо умел петь, либо умел играть. Вот. Его принял в ансамбль сам Борис Александрович Александров, прослушав. И потом его порекомендовали Евгению Николаевичу, который всегда нуждался, так сказать, в свежих солистах, а тем более в тенорах. Это редкий голос, такой же, как редкий бас. У мужчин в основном всегда баритон, это естественный голос мужской. Вот у меня баритон, но петь я не умею. Вот. А Саша, да, уже, кстати, озвучил имя опять. Он очень здорово пел и поет, у него шикарный тембр. Вот. И сольную карьеру ему дал Евгений Николаевич. Он начал сольную карьеру в неаполитанском ансамбле, а дальше объявит Юля. Музыка Эдуарда Ди Капуа, слова Винченцо Руссо. Русский текст Пугачева-Назаренко. «О, Мари». Исполняет заслуженный артист России, солист неаполитанского ансамбля, солист дважды краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Александр Тощев. И жду свидания с ней.
его солнце в ярких лучах зари. Звонче звени гитара, лейся серенада, сердце моем отрада. Снова со мной Мари, о Мари, ты навек унесла мой покой. Сон мне верни, дай забыться в объятиях с тобой. О Мари, ты навек унесла мой покой. Сон мне верни, о Мари, о Мари. О Мари, ты навек унесла мой покой. Сон мне верни, о Мари, о Мари. Хосе Лакале. Амапола. Альбер Пьер Затрека, Альбер escucha la tristeza, amor lejos de mi corazón, diciéndole así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Y yo te quiero, amada niña mía, igual como la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no tienen sta ingrato por mi haber. Amapola, amapola, yo te quiero, tú vivir tan sola. Amore, lupieros de tu reja, amor que me amas lo que la deja, amor que me amas de corazón, il rocchi así con su dulce ilusión. Amapola, lindísima amapola,
será siempre mi alma tuya sola. Y yo te quiero amar, niña mía, igual como la flor a la luz del día. Vapor, lindísimo vapor, si él está ingrato con mi vapor, y yo te quiero, tú vivir tan sola. Vapor, lindísimo vapor, non si sta ingrato come a me. Vapor, io te quiero, tu vivi tan sola. Александр Тощев. Марсель Колен. Вальс из испанской танцевальной сюиты «Балерина» исполняет оркестр.
Сейчас на сцену поднимается ветеран, не может. Цветы мне подарил первый солист неаполитанского ансамбля Виталий Чекалов. Самый первый солист неаполитанского ансамбля. Уважаемые коллеги, как быстро летит время. 1957 год. Первый год в нашем старом Доме культуры Николай Дмитриевич Мисаилов собирает небольшой еще неаполитанский оркестр. И в этот год, в год международного, вы знаете, фестиваля студентов, неаполитанский оркестр в первый год становится лауреатом международного конкурса студентов. Много было поездок по всей территории России, за рубежом. И хочется сказать о том, что имя Николая Дмитриевича Мисаилова, оно святое. Святое оно потому, что от природы этот человек был наделен Богом уметь играть практически на всех инструментах. Шли годы, и после наших успешных, больших концертов по всей территории Союза, вот Светлана Черепей, которая была ведущей у нас, 32 года Светлана Черепень была у нас ведущей. Мы побывали во многих городах России. Ну, конечно, интересными самыми были поездки на север у нас, в Прибалтику. И, конечно, я хочу сказать, вот это племя старое, оно еще дало ростки молодому поколению. 1957 год я пришел студентом первого курса, то потом 6 лет учатся в МВТУ. И вы посмотрите, чтобы поднять после Николая Дмитриевича Евгений Мисаилов и теперь Михаил наш, выдающийся дирижер, выдающийся. Я говорю это потому, это адский труд работы со студентами. Вы знаете, что такое вуз МВТУ? Это нужно после лекций приходить сюда. И я кланяюсь просто этому дирижеру, что он смог в сложнейшей нашей ситуации, вы знаете, какие перепады были у нас в 90-е годы и дальше. Благодарю вас, весь коллектив особенно. Я хочу сказать о том, что сегодняшний концерт и сегодняшнее звучание – это великолепие. Мы были вот 2 дня назад на 90-летие Берковского. Какая школа вот МВТУ? Идеальный звук, идеальное сопровождение. Низкий вам поклон. И вперед на долгие-долгие года. Спасибо вам. Светлане Черепей. Выходи сразу. Уважаемые зрители, наверное, самое святое, когда ты вспоминаешь великих, добрых людей, которые тебя сделали знающим музыку, любящим ее и просто добрым человеком. Мне никогда не забыть эту семью. Николая Дмитриевича и Фусю Павловну, Евгения Николаевича, мы звали Настенька, Нину Николаевну и ее детей. А главное, ребят, кто сейчас здесь ветераны, встаньте, пожалуйста, Неаполя. А если нас уже совсем мало, и мы плохо ходим, то, уважаемые зрители, все это, и их жизнь, и их свободное время для вас. Всего вам доброго. Приходите к ним, и у вас будет чистая душа, доброе сердце и всегда прекрасное общение с хорошими людьми.
Всего вам хорошего. Музыка Сергея Рахманинова, слова Александра Пушкина. «Не пой, красавица, при мне». Сейчас выйдет на сцену солистка, которая тоже пришла в ансамбль из ЦДКЖ. Тоже ее привела концертмейстер Елена Владимировна Бажемова. И я, будучи в ансамбле, все время восхищался, играя в оркестре, восхищался ее пением. Это такой лирический голос, который затрагивает все тонкие струны души. Я попрошу на сцену выйти Солистку неаполитанского ансамбля, лауреата всероссийских и международных конкурсов, гран-при конкурса романса «Голос осенний», обладательница титула «Королева романса», полуфиналистка шоу «Голос» на Первом канале Ольга Бибик.
Ольга Бибик. Музыка Исаака Дунаевского, слова Анатолия Дактиля. «Звать любовь не надо» из кинофильма «Моя любовь». Звать любовь не надо, явится незваный, счастье расплеснет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Взглядом ты его проводишь, день весь как во сне проходишь. Ночью лишь подружке, девичьей подушке выскажешь свои мечты. Если солнечный, если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами, если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если расставаясь, ищешь встречи вновь, значит, ты пришла, моя любовь. Будут все нежнее, радостные встречи, будет каждый день весна. Но однажды в темный, непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно платок развяжешь, слова никому не скажешь. Ночью лишь подружке, девичьей подушке выплачешь свою тоску. Если все не так, если все иначе, если думать нету воли, если грудь теснит, если сердце плачет, плачет от невысказанной боли, если дни свои этой болью меришь, если никого не веришь, если расставаясь, встреч не ищешь вновь, значит, ты ушла, моя любовь. Ольга Бибик. Забыл сказать, что все, ну как по-старому инструментовки, по-новому это аранжировки, сделал Евгений Николаевич. Вот то, что вы слушали, и прекрасно солист обволакивает оркестр, и так прекрасно звучит музыка,
Ну, обычно у нас музыкантов говорят, если хорошая аранжировка, это 50% успеха произведения. Вот то, что вы слышали, вообще вся программа сделана, если вы видели объявление, сделал Евгений Николаевич. Все эти аранжировки, обработки, в том числе авторские. И «Не пой, красавица, прими», забыл я написать, это тоже авторская обработка Евгения Николаевича Мисаилова. Эдвард Грик, танец Анитры из сюиты «Пер Гюнд». Исполняет оркестр. Сейчас на сцену выйдет тоже очень интересная история солиста. Значит, Евгений Николаевич вырос на Чистых прудах, там же вырос известный, извините, забыл имя, помните, еврейским театром руководил Левенбух. Александр, да, Левенбух.
Вот они с ним с детства дружат. А этот солист в еврейском театре на Варшавке, тоже начинал солистом. Там в спектаклях, все туда-сюда, детские спектакли. У человека шикарный бас, шикарный голос. Естественно, друзья не могли, тогда друг не мог не посоветовать этого вокалиста Евгения Николаевича. А дальше его судьба, вы сейчас услышите, дорос до... Я расскажу до чего. Музыка Петра Булахова, слова Владимира Чуевского, авторская обработка Евгения Мисаилова. «Гори, гори, моя звезда». Исполняет солист неаполитанского ансамбля, солист дважды краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Михаил Евтюхов. Гори, моя звезда, звезда любви, приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Лучей твоих небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, и над могилою гори сияй, моя звезда.
сияй, моя звезда. Михаил Евтюхов. Александр Дзюбюк. Слова Василия Сиротина. Улица, улица. Да, ты, брат, пьяна, там дальше звучит. Что самое интересное, сейчас выйдет на сцену вокалист, который не употребляет, знаете, как Вицин, лучше всех играл в кино алкашей, но никогда не выпивал, ни разу. Вот, судьба этого вокалиста очень интересная. С Евгением Николаевичем дружили его родители, медики. Евгений Николаевич, это долгая история, сколько медиков, друзей у Евгения Николаевича было. Ну вот вырос у них сын, тоже пошел по стопам медика. Ну, тоже захотелось спеть, пришел в ансамбль. Талант. Евгений Николаевич научил его начальным азам. Дальше он пошел по карьере вокалиста, закончил Гнесинский, тогда еще институт, по классу вокала. Ну, потом он немножко пропал, я помню, так сказать, ну, Евгений Николаевич наслеживал. Потом я знаю, что он обратно вернулся в медицину. И сейчас на сцену выйдет кандидат медицинских наук. И не просто кандидат медицинских наук, а еще и доцент. Солист неаполитанского ансамбля Дмитрий Царегородцев. Возвращаюсь домой я к себе. Улица странною кажется мне. Раз возвращаюсь домой я к себе. Улица странною кажется мне. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. И фонари так неясно горят, смирно на месте никак не стоят, так и мелькают туда и сюда. Эх, да вы пьяные все, господа. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. Ты что за рожи-то месяц кривишь, глазки прищурил, так странно глядишь. Лишний стаканчик хватил, брат, вина.
добро пьяна. Дмитрий Царегородцев. Василий Андреев. Испанский танец исполняет оркестр.